Туркменская собака. Туркмены всегда почитали, любили собаку. Туркменские собаки отличаются своей благодарностью, добродушием, сердечностью. Они очень чистоплотны. Туркмену чуждо обижать собаку, кричать на нее, бить ее. Собаке всегда присуще понимать хозяина без слов. У туркменского народа были собаки, специально обученные для защиты имущества, для охраны стада, а также для охоты. В 2003 году ученые-археологи знаменитого в мире Лигабузского научно-исследовательского центра Италии при раскопках поселения Аджгуи в 70 километрах от нынешнего города Мары обнаружили интересную находку. В могиле номер 3 они нашли останки породистой собаки. При тщательном лабораторном исследовании костей этой собаки установлено, что жила она в 2460-2200 годах до нашей эры. Ученые сравнили кости собак, найденные в Аджгуи, с останками чрезмерно большой собаки тибетской масти, проживавшей в древние времена, и обнаружили их сходство. Собак тибетской масти сейчас не существует. Нынешние собаки-доги очень изменились, помельчали, но останки породистых собак, найденных в Аджгуи, свидетельствуют о том, что наши современные породистые собаки в прошлые времена не скрещивались с другими породами, не выразились, а остались такими, какими они были в древности. Они являются настоящими породистыми собаками-алабаями. Алабай. В Туркменистане в Алтын-Депе при проведении раскопок обнаружены глиняные и каменные статуэтки собак. Это самые древние виды пастущих собак. Ученые-археологи доказали, что очертания этих собак, у которых были отрезаны уши и хвосты, свидетельствуют о том, что они являются прародителями современных туркменских собак-алабаев. У туркмен была традиция сохранять чистоту породы лошадей, собак и других животных. Только благодаря этому народ сохранил до наших дней, начиная с бронзового века, чистоту породы туркменских собак. У породистого туркменского пса огромная голова, массивная шея, больше головы, поэтому если собаку не привязывать за шею и грудь, то она могла спокойно вырваться.
помощью широкой и сильной груди породистый пес мог сразить любого врага. У него круглые лапы, плоский лоб и крепкая челюсть. Если он вцепится, то мертвой хваткой. Наблюдая за внешним видом туркменских собак, убеждаешься в том, что наш народ не ограничивался только сохранением чистоты породы, но и постоянно совершенствуя ее, сумел довести до высшего совершенства породу туркменских собак. Туркмены заботятся о своем верном друге задолго до его появления на свет. Через 3 дня после рождения, когда еще щенки не чувствуют боли, им отрезают уши и хвост. Это необходимо при схватке с волками. При борьбе с собаками волки хватают их за уши, а их отсутствие приносит поражение волкам. Хвост отрезают потому, что, когда собаки спят, они обычно укрывают хвостом нос. Это снижает нюх и чувствительность собак. Тогда они вовремя не смогут почувствовать приближение волков. Туркменские алабаи – самая чистокровная порода во всей Центральной Азии. Умные собаки, пастухи никогда не подпустят чужака к отаре. В настоящее время потомки известных алабаев Ак-Якемена, Гара-Якемена, Аккуша прославились в народе. Они сами, их потомки, становились неоднократными чемпионами на собачьих боях, показав необычайно сильную собачью хватку и умелую борьбу. В годы независимости проводится пропаганда и научные исследования по сохранению и разведению чистокровных туркменских алабаев. Свидетельством тому является проведение в апреле 2005 года выставки чемпионата и международной конференции «Настоящее, прошлое и будущее туркменских собак». Выставка, организованная хозяйственным обществом Ак-Якемен, прошла при содействии Министерства сельского хозяйства, Министерства охраны и природы и Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Основной целью проведения первой выставки чемпионата всех пород собак Туркменистана, которая проходила на столичном стадионе Дагдан, является популяризация и развитие собаководства в стране. Взыскательное жюри, в составе которого были эксперты из Сербии и Черногории, Украины, оценивали собак различных пород, их родословные, поведение четвероногих участников в различных номинациях по возрастным категориям и породам, причем собаки из старших групп оспаривали звание чемпиона страны. До появления животноводчества и земледелия люди охотились и защищались от хищников с помощью верных собак. Поэтому собака – это испытанный временем, верный и надежный друг человека. Тавы. Об искусстве охоты туркменского народа, который уходит корнями в далекое прошлое, рассказывают фрески, найденные при раскопках Пефеджик-Депе. Еще в античную эпоху туркменские собаки были известны в Греции и Риме.
Об этом рассказывает римский писатель Гратий в поэме об охоте, где он отмечает, что скифские и гургенские собаки отличались от других пород крутым нравом. Эти собаки очень опытные следопыты, отмечает он в своей книге. На юге и юго-востоке Туркменистана, на месте древних поселений V-VII веков, были найдены терракотовые статуэтки охотничьих собак. В 40-50-х годах XX века на одном из памятников Мессериана XI-XII веков было обнаружено изображение туркменской борзой. Это свидетельствует о том, что охота в те времена была высоко развита. Родоначальник туркмен Огусхан говорил: «Мое сердце жаждет охоты». Действительно, туркмены, куда бы они ни направлялись, будь то Малая Азия или Закавказье, Египет или Иран, Индия или просторы Монголии и даже Европа, везде соблюдали свою традицию – охотиться. Султаны туркменских сельджуков заранее готовились к предстоящей охоте. Они собственноручно кормили своих лошадей, охотничьих собак, борзых и соколов, а также обучали их. Сын султана Алп-Арслана Мялик-Ша не ограничивался тем, что его писатели и поэты писали книгу об управлении государством, но и поручал им писать об искусстве охоты. Туркменской борзой, таазы, свойственны особые охотничьи повадки. Истинное удовольствие видеть, как она охотится. Борзая при беге никогда не сбавляет своей скорости, при этом умудряется делать умопомрачительные повороты. Туркменская борзая таазы способна на большом расстоянии почувствовать жертву и увидеть ее. До сих пор во многих странах не перестают удивляться искусству туркменских охотников, которые добились гармоничного сочетания в охоте сокола и борзой. Хищная птица во время охоты по бегу борзой, движению ее хвоста чувствует, что собака уже взяла след, и сокол в любой момент готов прийти ей на помощь. Борзую в основном используют в охоте на зайцев, лисиц, джейранов и степную рысь. По законам шариата, мясо животного, пойманного борзой или соколом, считается чистым после того, как охотник перережет жертве горло. После удачной охоты соколу охотник отдает печень или желчный пузырь пойманного животного. Борзая же довольствуется тем, что даст ей хозяин. Возможно, на основе этого примера и возникла народная пословица туркмен: «Птица охотится для себя, а собака для хозяина». Обычно охотник
Внутренности зайца заворачивал в ткань и укреплял на верхушке саксаула. Это делалось для того, чтобы борзая могла в отсутствии хозяина поесть. Туркмены во все времена ценили своих собак. Они заботились о чистоте породы этих животных. Поэтому на рынках Азии борзые оцениваются очень дорого. В XIX веке обученная борзая умела сидеть позади хозяина в седле на лошади. За таких собак в те времена давали цену в 2 верблюда. В изобразительном искусстве Центральной Азии художники часто изображали охоту. На живописных полотнах XV-XIX веков мы встречаем изображения охотничьих собак. Нередко на миниатюрах изображалась туркменская борзая – тавы. Изображения туркменских борзых можно встретить не только на миниатюрах. Они запечатлены и в орнаментах туркменских ковров. Узор след собаки встречается в орнаментах на ковровых паласах, а узор хвост борзой тавы можно увидеть в орнаментах йомутских ковров. В независимом нейтральном Туркменистане проводится большая работа по возрождению туркменской борзой. Собаководы, создав специальный клуб ценителей и любителей туркменских борзых, заботятся о чистоте породы этих собак, увеличении численности и популяризации данной породы. Туркменская борзая Таавы – это живой памятник культурного наследия туркменского народа, который сохранился и совершенствовался в течение тысячелетий.